Албек Ибраимов – личность, пожалуй, самая обсуждаемая в столице. Бывший глава аэропорта и человек из близкого окружения президента. Во всяком случае, так пишут в прессе. Прежде ничем не приметный, Ибраимов сегодня хедлайнер новостей. После досрочного ухода Кубалычбека Кулматова общественность гадала, кто же его заменит. Одним из самых вероятных кандидатов на пост мэра называли депутата Марата Аманкулова. Но Албек Ибраимов оказался темной лошадкой даже в чиновничьих кругах. Его кандидатуру выдвинули социал-демократы. Я называю эти фигуры парашютистами и спускают их. И они потом, что им Бог на душу положит, то они и делают. Ну, вот Кулматов то же самое же было. У Горкиниша не было выбора. Он был единственный. Выбрали. Кончилось тем, что мы имеем. Кандидатура Ибраимова безальтернативная. Другие фракции в городском совете отказались выдвигать своих кандидатов. Сам претендент на пост мэра успел сдать экзамен на знание государственного языка. Неторопливо прочитав отрывок из литературы, единственный претендент на пост градоначальника едва не провалил экзамены по грамматике. Ибраимов написал эссе о своей программе по развитию города. Мысли кандидат уложил в одну страницу и сделал по меньшей мере 2 ошибки. Члены комиссии вынесли вердикт: экзамен пройден на отлично. Мы все единогласно считаем, что вы прекрасно владеете государственным языком. От себя хочу вам пожелать дальнейших успехов в работе. В социальных сетях о новом кандидате отзывается нелестно. Албека Ибраимова называют классической властной номенклатурой. Карьеру начинал с завода «Кыргызавтомаш», владельцем которого являлся президент Атамбаев. Успел поруководить заводом «Дастан» и свободной экономической зоной Бишкек. После был повышен до заместителя руководителя аппарата президента. Но настоящую публичную славу Ибраимов получил прошлым летом. Будучи главой аэропорта, он установил своему советнику годовой оклад в районе 2 миллионов сомов. Возмущенные сотрудники устроили митинг, на что Ибраимов ответил лаконично. Их надо не то что наказывать, их надо расстрелять. Нет, но это можно, мне кажется... Это так не бывает, понимаете? Будущий мэр – человек не публичный, и это он отлично демонстрирует, еще не вступив в должность. Мэра депутаты изберут путем тайного голосования уже в конце этой недели. Адилет Бектурсонов, Азат Нтымаков. Настоящее время. Кыргызстан.